По наступлению Рамадана началась республиканская акция «Мехкосах». Это благотворительный проект организован по поручению главы Республики Ингушетия при поддержке Национального фонда развития региона и Фонда исламской культуры, науки и образования. Прекрасный пример для многих и помощь для действительно нуждающихся – мука, сахар, масло, чай, яблоки и мясо. Именно такой набор продуктов получили малоимущие семьи республики. Десятки машин со всех районов, городов и сельских поселений выстроились в ряд, чтобы строго по спискам загрузить продукты питания и развезти поадресно. Акция проходила в два этапа – в начале месяца и в последние дни. Благодаря Мехкосаху помощь получили порядка 10 тысяч семей. В списки входили многодетные семьи, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пожилые люди, семьи погибших правоохранителей и малоимущие граждане. В этой акции охватили практически всех в регионе, кто так или иначе нуждается в помощи и поддержке. Даже такие отдаленные поселения, как Бертюрт, Ашты и Чемульга. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в этой акции, всех, кто организовывал ее на местах. Люди, они в пост, они в жаркую погоду, они целый день находились, каждый в своем населенном пункте, и резали скотину, и делали эти части, и раздавали их, и разносили, и развозили их поадресно. То есть везде очень масштабная была работа проделана. Акция, которая была подхвачена молниеносно по всей республике. В числе первых к ней присоединились и олимпийский призер Калой Картоев вместе со своим братом Мурадом. Около 100 семей Назрановского и Малгобекского районов были выбраны для получения своих продуктовых наборов. В связи с карантином, в связи с эпидемией остро нуждающихся людей очень много, поэтому я попросил имамов, глав районных администраций, чтобы они мне дали списки остро нуждающихся людей, и сегодня мы хотим раздать продукты питания именно им. Проведение подобных акций получило всестороннюю поддержку. Не остались в стороне и наши меценаты Алихан Харсиев, Юша Газгиреев. Так, например, сенатор Билан Хамчиев позаботился о том, чтобы семьи получили самое необходимое в условиях карантина. Это комплекты, в которые входят мука, сахар, масло, чай и яблоки, которые позволят прокормить свою семью еще не один день. Как мы знаем, сейчас свирепствует пандемия, коронавирусной инфекции. И все люди в основном сидят на самоизоляции дома. В данном случае помощь будет оказываться малоимущим и остро нуждающим семьям. Здесь не важно, какая у тебя религия или нация, помогают всем. У семьи Ковалевых нет ближайших родственников. За ними смотрят социальные работники, и такой продуктовой помощи очень рады. Теперь удастся немного больше денег сэкономить с пенсии. Спасибо за эту помощь. Да. Что принесли, помогли нам немножечко. Спасибо за гуманитарочку, за это. Что и главе администрации. И не забывайте. Спасибо. Не забывайте нас. Что мы старики туда-сюда, вот, да. Не забывайте, глава, все. Вот спасибо ему, главе. По 80 лет, вот куда ж мы такие старенькие, а обеспечивать хорошо нас, молодцы. Мехкосах объединил тысячи людей, показал, что ингушский народ всегда был и остается сплоченным. Чтобы определиться со списками малоимущих, наравне с администрациями городов и сельских поселений помогали и благотворительные фонды. Кстати, благодаря человеку, чье имя остается неозвученным, в фонд «Солидарность» были переданы ключи от квартиры в центре Назрани для действительно нуждающейся семьи. И вот мы определили одну семью, которая более необходима в этом, у которого ничего нету, снимает квартиру, мать инвалид первой группы, отца нету, дети 12 лет, 13 лет растут еще. Как раз для них было удобно это место, потому что смотреть за матерью они уже могут самостоятельно в магазин туда сходить. Пусть Аллах приумножит на много раз имущество и вообще все, что есть у этого человека, который выделил, подарил эту квартиру. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, что есть среди нас такие братья. Их немало, их много. Муж бездаледи избежали квартире ницын сухацын эсвады. Просто низкий поклон. Цуцы бери хаста добдалцын хастот. Щитехину дал велуюс, дагмалатиш дохам дал куачи дол, цены дол, фонд солидарности, болбиш бочо, бусул деньш бокшкегинах бы дал садол цан. Взаимопомощь и гостеприимство нерушимы адат народов Северного Кавказа, которыми по сей день дорожат. Так в наш регион из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края в знак поддержки были доставлены 2500 коробок со сладостями и 100 мешков сахара.
которые распределили по лечебным учреждениям для тех, кто в непростое время находится на передовой. К слову, Мадина Далакова в медицине уже 20 лет. С такой сложной ситуацией, как коронавирус, сталкивается впервые. И хоть она, как ее коллеги, уже несколько недель не видела родных и забыла, что такое отдых, ни о чем не жалеет. Работать с инфекционными больными. Больные требуют повышенного внимания к себе. Мы не знаем даже неделю, день, ночь, часы, времени, даже не знаем. Все внимание только для больных, работаем с ними. Стараемся, чтобы было им лучше, чтобы им становилось лучше. И врачи, и медсестры, и санитарки, не покладая рук, с утра до утра работаем. Последние дни уходящего месяца Рамадан были днями раздачи мяса. 85 голов крупнорогатого скота было распределено на 4558 семей. Подводя итоги, я могу назвать общее количество. У нас получилось более 4700 семей, из которых 380 семей – это семьи погибших сотрудников МВД, 313 человек – это список Минтруда, то есть это практически все, это одинокие старики. Остальное – это малоимущие и прочие нуждающиеся жители нашей республики. Акция «Мех Саха» стала настоящим подарком для жителей Ингушетии. Предприниматели прощали долги, а кто-то и сам оплачивал за других. В богоугодном деле участвовал каждый, кто чем мог. Это пример сплоченности народа в трудные времена и объединения добрых сердец для общего большого дела. И пусть месяц Рамадан покидает нас, творить добро можно неустанно. Хава Гагиева, Магомед Шоухалов, Новости 24.